К сожалению, на прошлой неделе здесь был совершен террористический акт. Условия жизни в Афганистане заставляют постоянно задумываться о смерти. Афганистан не самое лучшее место, не самая хорошая страна. Я постоянно чувствую, будто умираю, потому что здесь дух смерти витает в воздухе. Те, кто обрел известность, не могут чувствовать себя здесь в безопасности. Но я совсем не боюсь смерти. Даст Бог, я проживу до 50 или даже до 70 лет. Моя семья называет меня Аббас, а когда я выхожу на улицу, люди зовут меня афганский Брюс Ли. И когда я слышу, что меня называют Брюсом Ли, мне в душе становится очень приятно. Это что за звуки? Это Аббас проснулся. Во имя Господа Всемилостивого, меня зовут Аббас Ализада. Мое прозвище – афганский Брюс Ли. Я родился в Кабуле. Здесь, в столице Афганистана, я занимался различными видами спорта с самого детства. Я очень хотел стать всемирно известным спортсменом. Мир вам. И вам тоже. Здравствуйте. Добавь пару баклажанов. Хорошо. Сколько будет? 20. Аббас родился во время войны. Работы не было, нечем было заниматься. Я тогда ходил в школу, а у нашего отца была лавка. Спасибо. Людям кажется, что не нужно иметь больше 4 детей. Да, много детей – это трудно, но все трудности от Бога. Это было давно, в молодости. Люди нас не понимали, но сам Бог помог нам вырастить наших 9 детей. Аббас – самый младший ребенок. Здравствуйте. Когда его отец был жив, царствие ему небесное, к Аббасу предлагали приставить охрану в полицейской форме и с оружием. Но его отец не разрешил, потому что от этого угроза стала бы еще сильнее. Он сказал: «Пусть на все будет воля Божья». Дело в том, что Аббас стал популярным прежде, чем достиг успеха. Друзья на Фейсбуке, одноклассники.
Люди на улице, соседи и даже родственники твердили, что он похож на Брюса Ли. Когда пользователи соцсетей стали собираться у ворот нашего дома, он решил потратить год на то, чтобы стать еще больше похожим на Брюса Ли. Он решил изменить прическу, походку, подход к спорту и в целом образ жизни. Привет! Доброе утро! Как дела? Все хорошо? Я дома пью чай и снимаюсь в кино. Да, я участвую в съемках фильма. Аббас пришел к отцу и сказал: «Отец, ты меня не ругай, но учеба — это не мое. Не потому, что мне нечему учиться, а просто потому, что я хочу посвятить себя спорту. И я тебе обещаю, что однажды твое имя прогремит на весь мир». Отец его благословил. Он сказал: «Бог тебе в помощь. Иди и продолжай свое дело». И поэтому Аббас добился таких результатов. Он скачивал много фильмов с Брюсом Ли, просматривал, повторял каждое его движение, пока не научился работать с нунчаками как профессионал. Когда я смотрел фильмы с Брюсом Ли, я включал режим замедленного воспроизведения, потому что Брюс Ли двигался очень быстро. Я не мог сходу скопировать его движение. И только в режиме замедленного воспроизведения я смог выучить определенные приемы и техники с нунчаками. У меня были забавные случаи с нунчаками. Пока тренировался, во время просмотра фильма нечаянно ударял себя по голове. Однажды ударил так сильно, что потерял сознание минут на 5. Этот Аббас Али возомнил себя Брюсом Ли и подражает поступкам неверных. И то, что он делает на камеру, религия не одобряет. Ислам такое не приемлет. Отрицает любые поступки, совершенные против религии, и осуждает любого, кто подражает поступкам неверных. Мы не можем оставить его ни на минуту, потому что ходит много слухов. Самая большая проблема в Афганистане – это безопасность. С ней сталкивается вся наша семья. Одному ему ходить опасно. Другим моим сыновьям также угрожает опасность, и они не могут спокойно ходить по улицам. Когда Аббас один, я постоянно звоню ему. За ним многие наблюдают. Я так волнуюсь, потому что все знают, что это дом афганского Брюса Ли. Когда мы путешествуем за границу, или по стране, или даже просто выходим из спортзала, я всегда сопровождаю его. Меня допрашивают даже больше, чем Аббаса. Пишут сообщения в Facebook, спрашивают, сколько у вас денег, откуда вы их привезли. Отдайте их по-хорошему или пеняйте на себя. Когда выходишь на улицу, никогда не знаешь, вернешься ли живым. Одному Богу известно, как тут небезопасно. Поэтому мы оборудовали ему спортзал в подвале нашего дома, ради его же безопасности. Бангкок. Спорт у Аббаса в крови, течет по венам. А такого уровня он достиг благодаря тренировкам. О, боже мой!
Раз внешне я походил на Брюса Ли, то надо было и прическу сделать, как у него. Мои друзья, моя семья мне постоянно твердили, что я очень на него похож. И я решил подстричься, как он. Вот так я и выбрал свой путь. Нет, наоборот. Уберем нижний слой, а наверху, наоборот, оставим. Да, отлично. Я хожу в парикмахерскую 2 раза в месяц. И каждый раз, когда мне нужна новая одежда для образа, я покупаю ее. Когда я выхожу на улицу в Афганистане, многие люди, особенно молодежь, выражают свое признание. Они фотографируются со мной, поддерживают добрым словом. И это большая честь и радость для меня, что в моей стране так хорошо ко мне относятся. У тебя есть такая белая футболка моего размера? Нет, А какие цвета есть? футболка только черная, есть белая майка твоего размера. Вот, держи. Спасибо, до встречи. Брюс Ли сам стриг свои волосы. Он уделял очень большое внимание своему внешнему виду, своему имиджу. Он был замечательной личностью. Он был действительно бесподобен. Вот здесь разве не отличается? Нет, все одинаково. Спасибо. Спасибо, увидимся через 2 недели. СМИ Афганистана всегда поддерживали меня, и я уверен, будут поддерживать и дальше. Благодаря им я известен по всему миру. Наш специальный гость сегодня – Аббас Ализада, известный как афганский Брюс Ли. Большое спасибо, Аббас, что вы сегодня с нами. Цель моего визита на это соревнование заключается в том, чтобы поддержать, вдохновить и смотивировать юных спортсменов на новые успехи. Во имя Господа, меня зовут Вахидуллах Нури, я один из спортсменов провинции Сарипуль. И вот уже 2 года я занимаюсь этим спортом. В соревнованиях я участвую впервые, я много тренировался и, надеюсь, выступлю хорошо. Посмотрим, что выйдет. Аллах милосерден. Еще одна причина, по которой я пришел сюда, я хочу торжественно наградить соревнующихся спортсменов медалями. Я надеюсь, получение медалей от меня в прямом эфире вдохновит их, и у них появится больше мотивации.
Моя цель — только спорт. Спорт стал целым миром для меня, стал смыслом жизни. Спорт указал мне путь к совершенству, и я буду продолжать идти по этому пути. Аббас начал здесь тренироваться до того, как стал популярным. Он у нас тренируется уже 3 года, и мы с ним знакомы с самого начала. Пока он практикует боевое искусство, мы работаем над его физической формой. Лично я не верю, что кто-то может занять место Брюса Ли. Он был великим учителем. Но есть человек, похожий на него, который может возродить память о нем. Брюс Ли снова как будто живет в кино или в спорте. Для развития спорта это очень хорошо. Сейчас уже Аббас известен на весь мир, а тогда его никто не знал. Определенные события серьезно повлияли на его судьбу. Вера и поддержка его отца очень мотивировали его. А после смерти отца для него появился стимул. Мой отец был для меня героем. Он был всем для меня. Аббас очень любил своего отца. А отец тоже очень любил Аббаса. С тех пор, как умер его отец, царствие ему небесное, Аббас до сих пор не может полностью прийти в себя и успокоиться. Когда Аббас стал знаменитым, единственным, кто после Господа Бога всегда был рядом с ним, помог ему подняться в спорте, был его друг Али Хоссейн. Мой брат был его верным и преданным другом, и это была та дружба, которую можно назвать вечной. Именно он стал первым, кто заметил мое сходство с Брюсом Ли. В октябре 2016 года я путешествовал за границей. Я ездил в Турцию, в Стамбул. И вдруг мне позвонил младший брат Али Хусейна. Он сказал, что моего лучшего друга Али Хусейна больше нет. Он умер. Я был в отчаянии, начал говорить какие-то неприятные слова. Говорил, что он лжет, и это неправда. В такое невозможно было поверить. Его преследовали в Афганистане. Тогда он уехал в Иран. Позвонил оттуда. Сообщил, что и там он тоже в опасности. Почему это все случилось? Почему случилось? А потому что они с Аббасом всегда были вместе.
Эти два человека были очень важны для меня. И когда они покинули этот мир, я хотел, чтобы их могилы были в одном месте, чтобы, когда я приходил к ним, мог навещать обоих. Могила Али Хусейна находится в 10 метрах от могилы моего дорогого отца. Ах, если бы ты был жив, если бы мы снова смогли увидеться и рассказать друг другу обо всем на свете, мы бы смогли сказать недосказанное, поговорить о наболевшем. Он был моим самым близким другом, знал обо всех моих проблемах. После смерти Али Хусейна я принял решение воплотить в жизнь его мечту. Он мечтал о том, чтобы однажды стать чемпионом мира. Отдав ему дань почета, я хочу занять его место и стать чемпионом. Уже около 3 лет я занимаюсь ушу, и Аббас Али Зада по прозвищу Брюс Ли является одним из моих тренеров. Я постоянно вдохновляю младшего брата Али Хусейна, говоря ему, что именно он должен воплотить эту мечту в реальность. Когда я вижусь с Асадаллах, мне постоянно кажется, что перед моими глазами маленький Али Хусейн. Я приветствую всех от лица спортивного сообщества и выражаю свою радость и гордость за то, что эта земля среди огня и пепла вырастила такого сына. Эти зверские создания, жестокие убийцы, не уважающие ничего живого, каждый день забирают у нас наших благородных людей, наших детей, матерей и сестер. Но есть молодые сыновья этой земли, которые в это сложное время за границами Афганистана смогли прославить себя и свою страну. Достигнуть вершин и, возможно, даже стать успешнее, чем Брюс Ли. У него это внутри, ведь он человек. Точно так же, как и Брюс Ли. Спортивное сообщество, весь афганский народ гордится такими личностями и бережет их. Я думаю, что господину Аббасу через многое пришлось пройти. Но он не покинул свою страну в поисках славы. Он оттачивал свое мастерство здесь, несмотря на пламя войны, и прославился именно как афганский Брюс Ли. До того, как Аббас стал таким знаменитым, он всегда мечтал о том, чтобы прославить свою страну на весь мир. Он хотел доказать, что Афганистан — это не только война. Афганистан способен мирным путем, путем спорта, воспитать самых лучших людей.
Аббас Ализада, так же как и легендарный Брюс Ли, сможет достичь огромных высот. Для этого он должен продолжать тренироваться, вне зависимости от того, какой религии он придерживается. И является ли он мусульманином или нет, это не имеет никакого значения. Я хочу найти свое место в будущем. Я хочу быть Аббасом, не Брюсом Ли. Никто не может быть как Брюс Ли. И никто не может быть как Аббас Ализада.